Каждый день жители кыргызского села Чон-Кызыл-Суу выходят на необычное дежурство. Они по очереди сторожат камень, нефрит. Самородок весом почти в 100 тонн обнаружили полгода назад, совершенно случайно. С тех пор нефрит для сельчан стал камнем надежды. С его помощью они планируют отремонтировать дороги, построить водопровод в селе. Правда, пока самородок доставляет им лишь головную боль. Еще совсем недавно река Чон-Кызыл-Суу текла по другому руслу. Небольшую корректировку ввели местные жители. Говорят, из хороших побуждений. Мы просто немного повернули русло, охватил эти территории водой. Просто в этом месте река расширена и все. А все остальное осталось без изменений. А вот жизнь изменилась, рассказывает Айбек. Причем жизнь всего села. Теперь она проходит здесь, на берегу реки. Мы как сторожа охраняем камень. Это же нефрит, он дорого стоит. Это его 5-е дежурство. Обязанность парня проверить, на месте ли камень и нет ли вокруг подозрительных следов. А завтра на его место заступит следующий по списку. Как и когда появился в этих местах такой самородок, никто и не знает. Несколько месяцев назад кто-то из местных обратил внимание на большой камень. С тех пор, говорят сельчане, нет ни дня покоя. Так он выглядел, когда его обнаружили местные жители. На первый взгляд обычная глыба голубоватого оттенка со следами сверления. Но последнее, рассказывает Дженгишбек, и стало причиной нефритовой паники. Простой камень никто сверлить не будет. Но кто просто так захочет откопать эту глыбу? Она весит почти 100 тонн. Поэтому мы решили охранять этот камень. А раньше мы не обращали внимания на него. Карта цветных камней страны. Точками указаны месторождения драгоценных и полудрагоценных минералов. Ущелья Чон-Кызыл-Суу, если судить по карте, не существует. В Министерстве природных ресурсов этот факт объясняют просто. Чистый нефрит встречается только на юге страны, а Иссык-Кульский обычно с примесями. А значит, никакой ценности не представляет. Только подтвердить это геологи не рискнули. Без структурного анализа, а на это требуется немало средств, камень камнем-то иногда назвать сложно. Но нефритовая лихорадка уже охватила поселок. Куван совсем недавно открыл в себе талант ювелирного мастера. Отныне он собирается делать только нефритовые украшения. Это очень крепкий камень. Когда стучишь, даже звучит как металл. Необычный такой. Кольца, кулоны, серьги, образцы для будущих творений искать не приходится. В интернете чего только нет. Кстати, там же он повышает и свое мастерство. А в будущем планирует наладить целое производство. Я думаю, что мне придется открыть еще мастер-классы. И желающих научиться стало больше. Правда, я не знаю, связано ли это с обнаруженным нефритом. Дежурство Айбека завершилось. Днем оно проходит незаметно. Как бы ни ввели скоро ночевку, шутит юноша. Сельчанам кто-то сказал, что если ценность самородка будет доказана, то за него можно выручить несколько миллионов долларов. И на проценты наконец-то отремонтировать в селе дороги, водопровод, построить детский сад. Возможность улучшить инфраструктуру жители упускать не собираются. И как следствие, на последней встрече решили усилить охрану самородка. Для них он все равно камень надежды.